А давайте вспомним лето. Что же было летом? Какая знойная жара стояла в Якутске? Вот мы сейчас с вами на 203-м микрорайоне. Основное русло, оно, конечно, там. Вот это перед нами остров. Здесь в Якутске много мест таких, где вот такие пни из-под земли выталкивают почва. У меня была такая стойкая ассоциация с каким-то южным городом. Крыма. Еще помню, когда я снимал свое второе видео, мы с Марией шли купаться. А красиво, да. И получается, что если взять меня сейчас, я же тоже не представляю, что меня ждет. Сравним с зимой. То, что надо. Ну что ж, друзья, вот и пришла осень. Я вас приветствую в уже осеннем Якутске. Сегодня у нас 7 октября. Сижу, работаю с фильмом, но хочу что-нибудь вам все-таки показать. Лодочный пирс опустел. Помнится, как летом тут было все забито. Наш катамаран мы тоже собрали, увезли на зимовку. Но на удивление погода не такая холодная, какая может быть в октябре в Якутске. Нет еще снега, температура около нуля. А давайте вспомним лето. Что же было летом? Какая знойная жара стояла в Якутске? Это я хорошо запомнил. Городской пляж. Сегодня опять жаркий день. Вода уходит. Так, друзья, я вас приветствую в летнем Якутске. У нас лето в самом разгаре. Сегодня у нас 28 июня. Стоит жара уже весь июнь. Теплые дни вообще, ну прям жаркие. Вот мы сейчас с вами на 203-м микрорайоне. Это относительно новый микрорайон. Вот такие вот тут новостройки. И вот тут сразу идет берег. Протоки Лены. Основное русло, оно, конечно, там. Вот это перед нами остров. То есть это все острова, то, что мы видим на той стороне. Зелень. А другой берег Лены вообще очень далеко. Я уже успел покупаться и что-то потом сообразил, что надо... Начну-ка я снимать уже отсюда, здесь. Потому что здесь атмосфера такая летняя. Вот даже сейчас послушайте. Сейчас я вот поснимаю. Чисто пляж. Люди сейчас... Ну, сегодня воскресенье, поэтому выходной день. Люди отдыхают. И вот такой пляжик. Your battery power is now critical. Давайте наконец погуляем по улице пешком. Сейчас я съезжу по делам на такси и обратно походим. Как раз солнце светит, ясное небо. Небольшая дымка, но в принципе не такая сильная. Мы с вами чуть подальше от центра. Сейчас улица Строда. Сейчас выходим на улицу Ленина. Вот перед вами улица Ленина. Чуть давно по городу не гулял. С машиной, конечно, дело хорошее, но вот таких пеших прогулок становится мало. Театр эстрады. И вот рядом кинотеатр Лена. Тут я не был еще ни разу. Вообще в Якутске только один раз ходил в кино. Фильм «Надо мной солнце не садится». Якутский фильм. О! Это же прям из этого фильма самолет. Ничего себе. Я не знал, что он тут стоит. Ну или похожий, я не знаю. Или тот же. А, ну это, наверное... Когда фильм вышел, рекламный макет. Прикольно. Вообще, когда я вот первый раз вот в жаркое лето вышел на улицу здесь, в Якутске, в прошлом году, у меня была такая стойкая ассоциация с каким-то южным городом. Крыма там, либо вот побережья южного. Не знаю, как-то вот, ну, именно по ощущениям, по чувственным. Площадка спортивная, куда я хожу в теплую погоду. Сейчас я немножко позанимаюсь. Это вот тут стоит институт горного дела Севера имени Черского Николая Васильевича, академика.
Иногда я думал, что хорошо было бы мне выучиться на какого-нибудь геолога, что-нибудь такое. Но в свое время я не понимал, что мне нужно, кем я хочу стать. Пошел на инженера, информационщика. В итоге так в этой сфере и не работал. Сейчас вообще с компьютерами и с этими технологиями далек от всего вот этого. Но с другой стороны, все пошло так, как должно было пойти. Я тоже об этом думал. Если бы я бы, допустим, отучился бы на геолога, меня бы сейчас затаскали бы по всем этим геологическим объектам, я бы на природе проводил бы больше сейчас времени, и сейчас бы у меня, наверное, от нее не было бы такого удовольствия и кайфа, который сейчас получаю. Поэтому у каждого свой путь, и все шло так, как должно было идти, чтобы перевести меня туда, куда я должен прийти. Вот так я сейчас мыслю, поэтому не стоит ни о чем жалеть. Это площадь Дружбы народов. Надо подойти поближе. Государственный театр оперы и балета имени Сивцева. Беседки тут интересные. Можно спрятаться в тенек. О, какой здесь запах стоит. Я тут, кстати, много раз проезжал на машине, а пешком иду впервые. Город зеленый. Закупился немножко редиски, укропчика, огурцов. Местные. Вроде бы как. В такую жару очень хорошо заходит окрошка. И еще, я даже не знаю, какое у него точное название, холодный борщ. А теперь давайте переместимся ко мне на кухню. Конечно, бардачок, но я так спонтанно сейчас решил поснимать. В такую жару, конечно же, самая вкусная и самая крутая еда — это окрошка. Я ее просто обожаю. Это мое любимое блюдо. Потому что она как бы как пьешь. Поэтому, наверное, так. Ну и очень вкусно. Я прям, у меня... Даже сейчас я не думаю, уже предвкушаю. У меня уже там слюни текут. Но у меня окрошка особая. Сейчас я вам покажу. У меня... Ну, не все так делают на самом деле. Но это рецепт еще моей бабушки. Мы так делали в деревне. То есть в деревне это, конечно, используют немножко другие ингредиенты. Там используется квас, который стоял у нас в погребе. Натуральный квас, хлеб, там куски хлеба плавали, ты вот так вот с утра приходишь там, или там днем жара, стоит с кружкой в погреб, спускаешься, там он холодный, хлеб так вот расталкиваешь и пьешь. Вообще очень вкусный квас был. И кислое молоко, сквашенное молоко, то есть это не кефир, ничего вот магазинное, а именно вот доили корову, в банке молоко оставляли, оно сквашивалось и получался очень вкусный кефир. Вообще обалденный получался. Подробнее рецептом этой наивкуснейшей окрошки поделюсь с вами, друзья, в следующем видео. Ну что, приступим. То, что надо. И вот так вот я начинаю окрошку кушать, и мне не остановиться. Я по 2-3 тарелки. Такие вот два красивых здания напротив. И антенна телебашни. В Якутске, кстати, много памятников по городу. Я еще вот не все видел даже. Это вот Шафер Юрий Георгиевич, космофизик советский, лауреат Сталинской премии. Вот так вот дальше идем. Там еще один. Памятник академику Ларионову. Первый академик Российской академии наук из народа Саха. Доктор технических наук. Специалист в области машиностроения. Здесь в Якутске много мест таких, где вот такие пни из-под земли выталкивают почва. Сначала образуются такие бугорки, потом уже пни торчат прям. Похоже, что это сваи, остатки старого строения. Вот бревно лежит еще такой, брус. Что-то здесь было, и вот по периметру оно вот. Ну и, конечно же, мы вышли на площадь Ленина. Как без нее? А тут детки развлекаются, купаются в фонтане. Не купается он у вас? А? Не купается собачка у вас? Нет. Он еще маленький совсем, маленький. Да? Сыночек, смотрите какой. Нет.
Тянет его туда, да? Ладно, раз такое дело, пойдемте сходим в старый город. Вот он находится там. Гостиница Тыгын-Дархан. А вот виднеется уже крыши домов старого города. Само название говорит за себя. Старый город — это сохраненные остатки исторической части города. Здесь вот магазин есть, который меня всегда выручал по всяким сувенирам. Кто приедет в Якутск и хочет купить сувениров, в принципе, тут вроде как не так дорого и, ну, недалеко от центра. Сейчас вот идет переезд, поэтому я попал не очень удачно. Ну, вот здесь сувениры еще на месте. А вы так и не уезжали, да, в Питер? Или... Нет, я же тут живу, не уезжаю, вы да. живете, я думала, вы тогда времени Я тогда на Новый год ездил как раз, да. Я вот как раз вот приходил сюда перед Новым годом, покупал сувенирчики. Помнит меня. Все, до свидания, спасибо. Конечно же, многие здания используются в коммерческих целях. Что им простаивать? Вот, допустим, магазины. Ну, его отреставрировали, я вижу, хорошо. Кружало. Это здесь выставочный центр. Мы тоже по работе сюда несколько раз я был на выставках по недвижимости. То есть работал непосредственно внутри. А так здесь, я помню, первый раз я сюда попал, когда здесь была выставка ножей якутских. Здесь рядом ресторан. Сюда я тоже первый раз пришел, когда только-только в первый день, когда я приехал в Якутск. Меня познакомили с рабочим местом. И пошел погулять по городу, думаю, пойду в ресторан. Вот мне посоветовали Димахтал, там есть традиционная якутская кухня. И я вот по приезду, мне вот в голове сидело, что я хочу жеребятину попробовать. Я ни разу ее не ел до этого. Хотел купить на рынке, но прежде чем купить, хотел попробовать. Пришел в ресторан сюда, спрашиваю, есть у вас жеребятина? Да, есть. Ну, я поднялся, разделся, сел, мне меню приносит. Выбрал блюдо, говорит, не, вот этого нету. Ну, показывает другое, говорит, не, вот этого тоже нету. А что есть-то? Вот это есть. Показали какое-то блюдо. Я ткнул, окей, давайте, несите. И сел, сижу, жду. Ну, что-то там пока ждал, думаю, дай-ка я почитаю, что там я хоть заказал. Из чего состоит блюдо, ингредиенты. Читаю там. Ну, в общем, я заказал харту, оказывается. То есть кишки, жеребячьи кишки вареные. Жеребятина не оказалось. Ем потроха. И вот так вот я познакомился с якутской кухней. Край города. Там дальше идет уже река Лена. Течет. Но это памятник Петру Ивановичу Бекетову, основателю города Якутска, стрелецкому сотнику. Памятник из стела. Ну, прямо напротив старого города. И вот еще вода стоит. Хоть и жара шпарит уже много дней. Красиво. Очень вероятно, что поделюсь с вами всем этим уже осенью. Вряд ли я успею все это смонтировать. Но это мой стиль. Так уж повелось. Преображенский кафедральный собор. Еще помню, когда я делал свое второе видео, мы с Марией шли купаться на крещенские купания. А красиво, вот, да. Очень красиво. И вот в старом городе там же вот деревянные же эти домики заборы. эти, да? Там вообще красота. А тут, ну, ковка и камень. Ну, Мне очень нравится, что все такое белое, все красиво получается. Ага. Сегодня у нас 19 января, великий праздник, крещение. Вот идем купаться. Мария мне любезно согласилась сопроводить. Я буду указывать путь. Да, потому что сам пути я не знаю. А куда мы идем, как это место называется? Мы идем на Зеленый луг. Там есть протока Лены, реки Лена. И в ней делает купель. Это вот Зеленый луг, дорога туда. Место, где я ночевал несколько раз. Тоже с ним много интересного связано. Светает сейчас, блин, солнце будет шпарить. Ну, я вообще свет. Ладно, спи дальше. Разбудила с утра полиция, я так и думал, что заинтересуется.
Да, так-то прохладненько. Что, встаем? Пора собираться на работу. Ну, я вчера, когда место искал, тоже хотел в одно встать. А там уже было занято. Вот я помню, что мы шли вот так вот вдоль заборов. Я все это как-то видел впервые. Тут вечный огонь. Сейчас вспоминаю, прошло 1,5 года с того времени, а как вчера. Все равно время так быстро летит. Ну, хотя тот год у меня был очень насыщенный, и он пролетел у меня время достаточно долго, но тем не менее, когда оно проходит, ты осознаешь, насколько оно все-таки несется вихрем, и надо постоянно думать об этом и не тратить его впустую. Я об этом сейчас думаю постоянно, потому что все равно старые привычки, они сказываются, периодически преобладают больше над теми новыми, которые ты заработал, ты начинаешь лениться где-то, тем более сейчас вот лето, такая вот погода, иногда тяжело вот прям вот всему себя посвящать работе, потому что хочется отдохнуть, ну, лето-то короткое, но вот вечный огонь никогда не угасает, здесь прям жарко возле него, а зимой можно греться. Так интересно, вот хожу по тем местам, по которым ходил, когда только приехал, и что-то вот нахлынули воспоминания. Я же вообще тогда не представлял, что у меня вот будет впереди, там, через год, через 1,5. Расскажи мне об этом тогда, что вот какие у меня будут произойдут события в жизни, и что у меня вообще, как перевернется все. Да я в жизни бы не поверил. Как это все вот очень интересно. Жизнь интересная штука. И получается, что если вот взять меня сейчас, я же тоже не представляю, что меня ждет через год, там, еще дальше, через 10 лет. Я очень надеюсь, что что-то интересное. Но я понял одно, что мы сами творим то, что нас ждет впереди. Я очень замотивирован сотворить то, о чем я мечтаю, чтобы ну, создать себе то будущее, которое я сам себе хочу, которое сам себе запланировал. И все силы мне в этом помогут. Все добрые силы, силы Земли Аланхо, силы Вселенной. Маркин, что как? Первый раз в море. В принципе, первый раз в море. Еще и на катамаране, еще и за штурвалом. Вообще. Ребята, смотрите, по горизонту. Вообще земли не видно. Мы вокруг вот так вот смотрим, да? Как ощущение? Отлично. Морская болезнь не одолевает? Ну, одолевала. Пока за штурвал не сел, одолевала. Я сидел за штурвалом. Что-то долго так сидел, смотрю, под музыку сидит, кайфует. Сам сел, мне эта болезнь одолела что-то внутри. Сел, у меня все прошло, и такой кайф пришел. Просто сидишь, просто наслаждаешься. Вот так вот. Нашел еще один памятник неожиданно. Степан Максимович Аржаков. Видный государственный деятель, инициатор автономии Якутии. 1899-1942. Ну-ка заглянем, как внутри дворов тут. Внутри территорий. Вспомните, зимой ходишь так вот по краям, белоснежные деревья. Сейчас видите, зеленый. Такой тут огромный торговый центр. Вернулись мы на проспект Ленина. Вот кинотеатр Центральный. Окружная администрация города Якутска. И площадь Орджоникидзе. Здесь тоже свой фонтан. Саха-театр. Мороженое захотелось, вот банановое. Что-то он сходу таять начал. О! Очень что-то этого не хватало. Пока гуляю, спекся, конечно. Жара. Хожу где-то часа, 1,5 часа. Памятник Аюнскому. Платон Аюнский, Балатен Аюнский. Ого, Кюрду Турара. Некоторые называют площадь Аюнского, а не площадь Орджоникидзе. Вот ходят такие споры, как же правильно называть. Кому как ближе, так и называйте. Но мое мнение, я тоже за площадь Аюнского. Хотя исторически называют ее Аржанка, где часто тоже люди собирались. Рядом с театром находится Арктический государственный институт культуры и искусств. Кстати, это вот перекресток Петра Алексеева и Пояркова. Сравним с зимой.
нагуляла сейчас 7 километров по городу. В такую жару мучает меня и жажда, и голод. Поэтому идеальный вариант. Холодный борщ. Это и попить, и поесть одновременно. А еще летом можно неожиданно в 9 вечера получить звонок от кочевника. Я затопил баню. Давайте, приезжайте. Баня топится. Немножко модернизировали катамаран. Пока так. Пока так, да. Обшили ее, да? Там теперь вообще жара. Покайте, ребят. Давай. Сможете сами, нет? Чуть-чуть не хватило, да? Ну все, отчалили. Люди смеются, говорят, зимой туман, летом туман. Город туманов. Ждем остальных. О, жар хорошо держит. Обшили, до этого просто была вот фанера. Заходим, парни, выпускаем. Опять ноги. Я прям челюстью зачерпнул песка. Отлично. Может, в цирке работаю. Собачка тут какая-то бегает дикая. Не бойся. Я тебе положу, а ты потом подойдешь и скушаешь. Держи. Обижают тебя люди, да, наверное, нехорошие. Мяса у нас нет, к сожалению. Есть только хлебушек. Ладно, устроим ей сегодня хлебный праздник. Подожди, сейчас. Давай. Вот тебе много хлебушка. Ну, давай. Как она тут на острове-то оказалась, интересно. Со стороны может снять.